Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Кабинет министров Абхазии ушел в отставку. Заседание членов правительства под председательством президента Рауля Хаджимба состоялось в Кабмине. На нем было принято коллегиальное решение о сложении правительством своих полномочий. В течение 3 месяцев президент должен представить нового главу премьер-министра. Затем глава правительства представит президенту предложение по персональному составу кабинета министров. Я выражаю благодарность всем тем, кто работал и делал очень значимую и качественную работу все эти годы. Были и недостатки. Мы их не скрывали. Мы говорили о том, что у нас многое, что предстоит сделать. Впереди задачи самые сложные и непростые. Наши возможности достаточно серьезные. И достаточно серьезно нам нужно с ними работать. Ресурсов хватает, просто нужно правильно заниматься построением соответствующих работ для того, чтобы все эти возможности складывались бы в нашем бюджете. Перед новым составом кабинета министров стоит задача активно начать реализовывать все те задачи, которые мы ставили перед собой. 8-9 октября состоялся 49-й раунд международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, в котором приняли участие представители Абхазии, Южной Осетии, Грузии, России и США при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и ЕС, сообщает пресс-служба МИД Абхазии. Основное внимание участников встречи было сосредоточено на эскалации напряженности на грузино-юго-осетинской границе, возникшей в результате провокационных действий грузинской стороны, которая в одностороннем порядке выставила дополнительное КПП в непосредственной близости от юго-осетинского села Цнелис. Все участники отметили необходимость скорейшего разрешения ситуации исключительно мирными средствами путем переговоров и компромиссов. Кроме того, участники из Абхазии, Южной Осетии и России обратили серьезное внимание всех присутствующих на необходимость согласования текста совместного устного заявления о неприменении силы, принятие которого послужило бы хорошей основой для дальнейшего диалога, направленного на достижение мира и стабильности в регионе. Однако в очередной раз представители Грузии и США не сумели проявить конструктивный подход к решению существующих проблем и отказались обсуждать текст совместного заявления. В результате было принято решение перенести обсуждение данного вопроса на следующий раунд дискуссий, который состоится 10-11 декабря 2019 года. Ушел из жизни доктор исторических наук, профессор Абхазского государственного университета, лауреат государственной премии имени Дзидзария, кавалер ордена Ахтзапша 2-й степени Арвелод Эрастович Куправа. Вклад Арвелода Куправа в абхазскую науку очень весом. Его по праву можно назвать ведущим историографом Абхазии, посвятившим научной деятельности более 70 лет своей жизни. Перу Куправа принадлежат около 450 работ, среди которых фундаментальные научные работы и монографии. Арвелод Куправа является соавтором таких известных работ, как «Очерки истории Абхазской ССР» и первого вузовского учебного пособия «История Абхазии». Он изучал аграрную промышленность Абхазии, культурное строительство Абхазии за годы советской власти. О его работах отзывались очень тепло и высоко лучшие специалисты, которые в то время были. За последнее время он обратил внимание на культуру и быт, на традиции абхазского народа. И результатом его деятельности в этой области послужила монография «Вопросы традиционной культуры абхазов», которая получила высокую оценку. За эту книгу он стал лауреатом государственной премии имени Георгия Дзидзария.
С 1953 года параллельно с научной Арвелот Куправа занялся также педагогической деятельностью. Под его руководством было защищено более 20 тысяч кандидатских и докторских диссертаций. Арвелот Куправа всегда являлся примером как для студентов, так и для своих коллег-преподавателей. С организацией Абхазского государственного университета Джеральд Венорович Анчабадзе пригласил его. Была организована кафедра истории Абхазии. И он бессменно около 20 лет был заведующим кафедрой. Его ценили. И руководство Абхазского государственного университета ценило. Олег Алексеевич не раз говорил о том, что надо брать именно Сарвода Расовича. Несмотря на преклонный возраст, он всегда был рядом с нами. Он был большой бывший учитель. У него было много аспирантов. Читал курсы, специальные курсы, которые он разрабатывал. И они с большим интересом, мы воспринимали эти курсы. Арвелот Куправа воспитал целые поколения видных ученых-историков, заслуженных педагогов, известных политических и общественных деятелей. Мне посчастливилось не только учиться у него, но и работать рядом с ним. Будучи рядом с ним, в смысле в процессе работы, ведь главное не то, что он говорит, делает, а вот как он сам подходит к вопросам, и как ты сам уже воспринимаешь все, что видишь. То есть учить надо не только поучениями, а еще собственным опытом, собственным подходом. И в науке тоже, как и в всей жизни, есть люди, которые ищут легкие пути. Арвелот Ирастович не был из тех, кто искал легких путей ни в науке, ни в жизни. Поэтому его уход, конечно, есть потеря, безусловная потеря для всей абхазской исторической науки. Но я могу сказать, что это и для меня личная потеря. За вклад в научную и педагогическую деятельность Арвелот Куправа нередко поощрялся благодарностями и почетными грамотами. Был награжден орденом Ахтзапша второй степени. Эсма Гуланзе, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. В целях развития отношений и необходимости совершенствования механизмов защиты прав и свобод человека 10 октября в офисе омбудсмена Абхазии состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между уполномоченными по правам человека в Республике Абхазия и Приднестровской Молдавской Республике. Соглашение между сторонами предусматривает сотрудничество в сфере защиты прав и свобод всех лиц, проживающих или временно находящихся на территории обеих стран, взаимный обмен информацией, оказание содействия друг другу в расширении сотрудничества с зарубежными национальными институтами и международными организациями по защите прав человека. Стоит отметить, что подобный документ ранее уже подписывался между уполномоченными по правам человека Абхазии и ПМР. Но так как с 2016 года в республике создан отдельный институт по защите прав человека, вновь подписанное соглашение стало дополнением к ранее подписанному меморандуму. Приднестровской Молдавской Республики очень рад данным обстоятельствам. Мы сегодня приобрели новый инструмент в плане защиты прав и свобод наших граждан. Этот документ ни в коей мере не отменяет договор с омбудсменом в 2008 году, а этот договор лишь дополняет наши возможности для защиты личных прав гражданина. Я надеюсь, что у нас сложатся очень тесные, хорошие взаимоотношения, конструктивные, которые помогут на самом деле укрепить дополнительно механизмы защиты прав человека. Это очень важно, потому что часто попадают сюда люди из других государств, и когда есть такие соглашения между странами, это помогает быстрее решать проблемы этих людей. Заслуженному артисту Абхазии, кавалеру ордена Ахтзапша третьей степени Эдуарду Нанба 10 октября исполнилось 70 лет. Эдуард Исунович много лет работал в государственном ансамбле песни и танца. Был солистом Абхазской государственной филармонии.
В 1993-1995 годах был заведующим отделом культуры администрации города Сухум, а затем и руководителем данного управления. С 1999 по 2005 годы работал заместителем директора общественно-информационного центра администрации города Краснодар. Награжден медалью за выдающий вклад в развитие Кубани второй степени. В день рождения юбиляра чествовали в Министерстве культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии. Немногие артисты сегодня, через 30 лет их творческой карьеры, чтобы их народ помнил в лицо, помнил, как они поют. И 70-80-е годы госансамбль «Песни и пляски Абхазии» – это, можно сказать, был золотой период. Это было время, когда этот ансамбль фактически находил, как институт выполнял, сохраняя песенное наследие, культурное наследие, потому что те песни, которые тебе удалось спеть на этой сцене, стала частью нашего музыкального наследия. Хочу пожелать в первую очередь крепкого здоровья, успехов и творческих в том числе. Мы надеемся, что и уверены, что вы продолжите свою деятельность так в культурной области. Всех благ. Я думаю, что это такой большой праздник, не только личный, ваш юбилей, это праздник всей нашей культуры. В республику поступило еще 1000 доз гриппозной 4-валентной вакцины Ультрикс Квадро российского производства, разработанной специально для сезона 2019-2020. Как рассказала главный государственный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик, вакцина показана для иммунизации против сезонного гриппа людей в возрасте от 18 до 60 лет и формирует высокий специфический иммунитет против гриппа типа А и Б. Алика Трапш продолжит тему. Второй год, как Министерство здравоохранения Абхазии заводит из России гриппозную вакцину Ультрикс Квадро. Вакцина бывает 3-валентная для детей и 4-валентная для взрослых. В прошлом году Минздрав республики привез пробную партию в количестве 100 единиц, а в этом году количество доз было увеличено до 1000. Вакцина никому не будет навязана, это только люди, которые самостоятельно хотят привиться данной вакциной. Вакцина 4-валентная, то есть здесь добавлен дополнительный компонент антигена вируса гриппа Б, так называемая линия Виктория. Вот это вакцина сезона 2019-2020 года. Значит, до этого мы применяли и для детей будем применять точно такую же вакцину, только 3-компонентную. Вакцина Ультрикс Квадро формирует высокий специфический иммунитет против гриппа типа А и Б. После вакцинации антитела появляются через 8-12 дней. Иммунитет сохраняется до 12 месяцев. Гриппозная инфекция дает очень серьезные осложнения. Не так страшен грипп, как его последствия. Поэтому для того, чтобы наш организм уже знал, с чем он встречается, с какой инфекцией, мы должны привить себя и сделать ответную реакцию заранее, до наступления наших таких вспышечных явлений, до сезона начала подъема острых респираторных заболеваний. По словам специалистов, в первую очередь от гриппа необходимо привиться пожилым людям, детям, лицам, часто болеющим бронхолегочными заболеваниями, а также страдающим сахарным диабетом и сниженным иммунитетом. Это профилактический препарат. Он должен иметь возможность выработать иммунитет в организме. Ему нужно время, поэтому я рекомендую, пока на улице тепло, пока нету никаких вспышек, нету никаких контактов с больными людьми, сделать себе этот препарат. Наш организм выработает ответ иммунный на это заболевание. И когда в республике начнется сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными заболеваниями, естественно, организм уже реагировать будет совершенно по-иному. То есть, если вы все-таки получите не тот штамм гриппа от кого-то из заболевших, вы
естественно, заболеете. Почему? Потому что вы вакцинировались только от 4 штаммов или от 3, да? Но ваше заболевание будет протекать намного слабее, легче. Любой желающий может сделать прививку вплоть до конца декабря текущего года, так как основные вспышки заболеваемости в республике прогнозируются после Нового года. Сделать вакцину от гриппа можно бесплатно во всех поликлиниках Абхазии. Алика Трапш, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. В Абхазии начинается плановая вакцинация крупного рогатого скота. В течение 3 месяцев специалисты Республиканской ветеринарной службы будут прививать животных против сибирской язвы во всех районах республики, а против ящура в Галском, Ачамчирском и Ткуарчалском районах. Подробности в репортаже Сарии Кварасхи. Сибирская язва – смертельно опасное инфекционное заболевание. У человека в современном мире встречается довольно редко. Однако у крупного рогатого скота, коз, овец и лошадей случаи заболевания нередки. Подозрения на то, что домашний скот в Абхазии заражен сибирской язвой, возникали несколько раз. К счастью, они не подтверждались, но вакцинация от сибирской язвы проводится ежегодно, повсеместно во всех районах Абхазии. Сибирская язва у нас, исходя из того, что встречалась повсеместно во всей республике в прошлом веке, в позапрошлом веке, а возбудитель данного заболевания длительное время, столетиями может сохранять свою болезнетворность в почве, в земле, поэтому необходимо проводить повсюду. Помимо сибирской язвы, этой осенью пройдет вакцинация от ящура, острого, очень заразного вирусного заболевания домашнего скота. Частично вакцинация против ящура уже была проведена весной этого года в самых опасных зонах – Галском и Ткуарчальском районах. Ящур мгновенно распространяется, это вирусная болезнь, и поэтому мы страхуемся, чтобы к нам не перекинулась ящур, это болезнь с районов Грузии. Там есть очаги. В прошлом, лет 20-25 назад, к нам проникала эта болезнь оттуда. Поэтому необходимо прививать скот для того, чтобы опять этого не случилось. Ящуром человек может болеть, это не часто бывает. У человека есть определенная устойчивость против данного заболевания в сравнении с сибирской язвой. В рамках сезонной профилактики ветеринарные службы Абхазии также проводят диагностические исследования бруцеллеза и туберкулеза у животных. Туберкулез среди домашнего и мелкого рогатого скота встречается крайне редко. Что касается бруцеллеза, то весной этого года заболевание было выявлено в городе Пицунда. По плану работы мы проводим, естественно, диагностические мероприятия. Это взятие крови, исследования в Республиканской ветеринарной лаборатории. Ежегодно это и весной, и осенью. Сейчас наступила эта пора, и наши специалисты в пределах октября, ноября месяца и с небольшим охватом декабря, может быть, также будут проводить взятие крови у крупного рогатого скота. Против бруцеллеза это в основном дойное поголовье, потому что бруцеллез – это опасное заболевание, которое может передаваться через молочные продукты. И поэтому это делается, во всех регионах, во всех районах республики. Ежегодно перед проведением вакцинации животных в администрациях районов проводят собрания, где главный ветеринарный врач рассказывает о правилах и сроках вакцинации. Активности нету, прямо скажем, потому что люди опасаются заболевания, когда оно уже есть. Хочу обратиться к населению, чтобы оказывали содействие как главы администрации сел, так и само население, владельцы животных, что это очень важное мероприятие. Многие люди не просто сами употребляют в пищу сыр, молоко, другие продукты молочные, но они еще и реализуют на рынках, и об этом нельзя забывать. Лечение и профилактика опасных заболеваний – необходимые условия содержания домашнего скота. И в первую очередь за здоровьем животных должны следить их владельцы. И хотя на сегодняшний день в республике отсутствуют серьезные заболевания крупного рогатого скота, как отмечают специалисты, делать ежегодную вакцинацию необходимо. Сария Кварасхи, Инала Гухава, Абхазское телевидение.
С утра в столице на 2 участках улицы Академика Сахарова шли ремонтные работы по замене водопровода, в связи с чем большая часть Сухума осталась без водоснабжения. Специалисты проложили в общей сложности до 430 метров новых труб. Подробности в репортаже Саида Джерсалия. С полуночи 10 октября в столице была прекращена подача питьевой воды. Причиной тому стали работы по замене старого водопровода на 2 участках улицы Академика Сахарова. Начиная от набережной Махаджиров до пересечения улицы Когония с утра шли ремонтные работы. Старые чугунные трубы были здесь проложены более 50 лет назад и пришли в негодность. В течение дня на этом участке специалистами было проложено до 150 метров нового водопровода. Коммунальное управление администрации города Сухум поручило нам заменить участок трубы от улицы Когония до набережной по улице Сахарова протяженностью 160 метров, диаметр трубы 63 миллиметра. Население должно с пониманием относиться с отключением воды, потому что коммуникации тоже старенькие. Параллельно работам на пересечении улиц Академика Сахарова и Когония выше, на участке от улицы Марухской до Басария, также с утра велись работы по укладке нового водопровода. Здесь были заменены старые чугунные трубы протяженностью до 280 метров. Следует отметить, что к каждому дому на этом участке трубы были подведены заранее. Работы ведутся подрядчиком «Столица Стройсервис». На данном участке также меняются колодцы, идет переподключение населения, потому что данный участок будет асфальтироваться. Работы были начаты в начале сентября, после чего шли подготовительные работы. Сегодня уже завершающая работа – это подключение непосредственно уже в колодец водонапорный и переподключение жильцов, чтобы поступила вода каждому дому. По словам специалистов, если не подвергать новые пластиковые трубы механическим повреждениям, то они могут прослужить более 100 лет. В течение дня работы на 2 участках были завершены, и, как обещали специалисты, была возобновлена подача питьевой воды. Саид Джерсалия, Инала Гухава, Абхазское телевидение. И в конце выпуска традиционно о погоде. По сообщению Гидромедцентра, в Абхазии ожидается переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха ночью плюс 10-15, днем 19-24 тепла. Температура морской воды плюс 22. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Абхазское телевидение продолжает свою работу.